Этот племенной союз в конце IX века занял лидирующие позиции и подчинил своему влиянию сначала все Северное Причерноморье, а после и Крым на целых 100 лет. Для истории это недолгий срок, однако за это относительно короткое время они внесли свой значительный вклад в материальную и духовную культуру жителей Крыма. Имя его – печенеги. Когда речь заходит о печенегах, создается впечатление, что они пронеслись быстрым маршем по страницам истории. По пути разгромили хазарский каганат, убили киевского князя Святослава, почему-то внезапно осадили Киев и далее двинулись в военный поход на Византию. Но были жестоко разгромлены родственными им тюрками-кыпчаками. После своего яркого появления и столь быстрого исчезновения они оставили ряд вопросов, которые сегодня еще не имеют ответов. Долгое время печенеги были недооценены наукой, которая по сути показывала их дикими варварами с Востока. Ни о письменности, которую они имели, ни о письменных источниках, которые они оставили в Крыму, ни об основании первых торговых компаний в Херсонесе и многом другом, чем были известны печенеги, историки предпочитали не упоминать. Ведь это бы портило общую концепцию тех, кого называли самыми жестокими и упорными из всех язычников. Но было ли это в действительности так? Ряд историков сходятся к тому, что предки печенегов принадлежали к древнему тюркскому этносу канг. Другими словами, относились к северной части агузских племен, населявшую область Кангюй, степь между Иртышом и Аралом. Впервые они упоминаются в ходе хуно-китайских войнах II века до нашей эры. Как самостоятельный, хоть и этнически смешанный военно-политический конгломерат, печенеги сложились сравнительно поздно, на рубеже VIII-IX веков. К этому времени племенной союз канг уже распался на отдельные роды. Все это время они продолжали оставаться в тесном контакте с другими, родственными им тюркоязычными племенами, небольшой частью сарматов и кыпчаков. Это не могло не способствовать интеграционным процессам между ними. Выгодные династические браки, общая религия, схожая материальная культура и быт – все это привело к тому, что они постепенно стали объединяться в единый союз, который возглавили представители канг. И с этого времени новое племенное объединение вошло в историю под именем печенеги. Откуда же возник этноним печенеги? Здесь мнения исследователей расходятся. Некоторые относят его к самоназванию одного из племен агузов печенег, ссылаясь на работы персидского ученого-энциклопедиста Рашида ад-Дина XIV века и тюрколога-философа Махмуда аль-Кашгари. Другие считают, что этноним печенег могло произойти от тюркского имени Пече или Пече, вероятно, одного из первых вождей печенежского племенного союза. Возможно, так оно и было. А вот другие исследователи, о версии которых нельзя не упомянуть, пошли еще дальше.
По их мнению, один из многочисленных агутских родов, из которого принято было брать жен, именовали баджанак, то есть свояк, муж сестры жены. Якобы слово баджанак и сформировалось позже слова печенег. Однако последняя версия, о которой часто говорят, когда речь заходит о печенегах, все еще ждет своих исследователей. В китайских же источниках печенегов называли каню, а вот кыпчаки называли родственный племенной союз канглы. Сами же себя представители господствующих печенежских племен называли кангар, что из тюркского языка означает «благородный». В рукописях Киевской Руси печенегов также называли кангары. Очевидно, составители первых редакций летописей слышали, как печенеги сами называли себя. Однако, чтобы не возникло путаницы здесь и далее, мы будем придерживаться официальной историографии и называть народ кангар печенегами. Довольно быстро печенеги укрепились и сосредоточили власть в своих руках, присоединяя к себе новые племена. Это привело к тому, что родные степи для них стали тесны. В конце IX века все чаще отдельные племена этого тюркского союза стали появляться в восточноевропейских степях, вызывая опасения жителей Хазарского каганата. Но нельзя сказать наверняка, как бы и далее сложилась судьба этого народа, если бы их родные земли не постигла многолетняя засуха. Она нанесла непоправимый урон их хозяйству. В поисках новых пастбищ для скота печенеги вынуждены были оставить кочевья предков и перебраться сначала в долины между Доном и Кубанью, а позже и в Причерноморье. Лучшие природно-климатические условия этого региона способствовали быстрому освоению земель. Подтверждают это и арабские письменные источники X века, в которых упоминается, что этот племенной союз разделился на западных и восточных, так называемых хазарских печенегов, расселившихся на территории Восточного Приазовья, и тюркских печенегов. Печенеги пришли в Причерноморье не как агрессоры. Они быстро нашли общий язык с проживавшими здесь родственными им тюрками и довольно быстро начали испытывать культурное влияние новых соседей. Именно в этот период, в конце IX века, на историческую арену выдвигается одно из племен под самоназванием Иртим. Оно занимает земли, прилегавшие к восточному берегу Азовского моря, а также на Таманском полуострове. Возможно, именно представители этого племени впервые около 882 года появились в Крыму. Как сообщает византийский император Константин Багрянародный, печенеги во время своего переселения делились на 8 фем, то есть племен или орд. Он приводит их названия: Иртим, Цур, Гила, Кульпеи, Хоровои, Талмат, Хапон, Цапон. Возможно, император записал название орд так, как он это услышал. Сегодня для историков еще остается открытым вопрос, как в действительности называли себя печенеги этих орд. Итак, печенеги представляли 8 племен или орд. Между собой они делились на 40 отдельных родов. Во главе каждого рода стоял вождь или военачальник. В свою очередь, он подчинялся великому вождю, возглавлявшему орду. Эта должность была пожизненной. Власть в племенах была выборной, но при этом оставалась в привилегии одного рода и переходила не по прямому наследованию от отца к сыну, а могла быть доверена либо брату умершего вождя, либо его другому ближайшему родственнику. Таким образом, изначально у печенегов не было единого вождя или хана. Их было 8, и они должны были сообща принимать важные для своего народа решения. Однако это не всегда было так. Около 898 года отдельные племена печенегов продвинулись на запад и заняли местность в междуречье Днепра и Днестра. Одновременно они полностью подчинили своему влиянию степи Северного Причерноморья вплоть до Дуная. Для слабеющего хазарского каганата это была настоящая экономическая катастрофа. И дело было не только в опустошении хазарских владений печенегами.
В руках последних оказались важнейшие сухопутные речные торговые магистрали, приносившие стабильный доход Хазарии. Теперь караваны с товарами, проходившие в этих землях транзитом, целиком и полностью зависели от новой власти. И если в первые годы печенеги грабили купцов, то очень скоро они осознали выгоду этих транзитных путей. Они стали брать пошлину. Купцы, просто путешественники и соседи новых хозяев Северного Причерноморья стали называть территорию расселения печенегов Подчинакией. Огромный урон претерпела также торговля каганата. Были нарушены его дипломатические связи. Захват печенегами степей между Доном и Кубанью отрезал Хазарию от Византии. Также кочевники разрушили некоторые города на побережье и поселения в Восточном Крыму. Все важнейшие связи Хазарии с торговыми партнерами, союзниками и вассалами оказались нарушенными. Государство неизбежно шло к гибели. Оно сократилось фактически до размеров личного домена Кагана. Таким образом, к середине X века печенеги, занявшие в степях от Волги до Дуная громадные территории, стали причиной уничтожения хазарского каганата. Население было частично уничтожено, частично вошло в кочевой союз печенегов. Согласно археологическому материалу, на новых и старых местах обитания печенегов их внешний облик был европеоидным. Лишь у некоторых его представителях проявлялись некоторые элементы монголоидности. Печенеги описываются в арабских, византийских, древнерусских и западноевропейских источниках. В большинстве это люди с темными волосами, узкими лицами и обладателями невысокого роста. А вот в Европе о печенегах говорили как о людях огромного роста, невероятно сильных воинах. Такими их представляют в героической поэме «Песня о Роланде» и в других памятниках литературы. Печенеги обычно одевались подобно другим кочующим народам и сбривали бороды. Об этом сообщал арабский путешественник Ахмед ибн Фадлан в начале X века. Они – темные брюнеты с совершенно бритыми бородами. Видимо, для арабского мира того периода это было необычное явление, чтобы мужчина брил бороду. Культуру печенегов можно назвать довольно высокой. Как и все тюрки, они хоронили своих вождей и знать в курганах. В погребениях были обнаружены мечи и даже сабли со слабо искривленным клинком, глиняные кувшины, украшенные причудливыми, характерными для печенегов пышными орнаментами. Костяные накладки лука, колчан, пряжки и подвески для поясов – все было украшено резными узорами. А вот сбруя печенежских коней уже мало чем отличалась от современной. В ее состав входили жестокие удила с трезилями, седельные подпруги и, главное, стремена, позволявшие прицельно стрелять из лука, не покидая для этого седла. В начале X века печенеги вытеснили хазар в их крымских владениях, тогда как одна часть печенегов ушла на запад к Днепру и Дунаю, другая осела в Крыму. Уже к середине X века печенеги заняли весь Крымский полуостров. Они оттеснили готов, тюрко-гунов и скифо-сармат в предгорье и усилили процесс тюркизации горцев. Их кочевья вплотную приблизились к византийскому Херсонесу. Чуть позже они заключили союзные договора с Византией и Киевом. Византия не без собственной выгоды стремилась не восстанавливать против себя новых жителей Крыма. Напротив, императоры стремились поддержать воинственных и многочисленных степняков – экономически и политически. Ведь они могли встать на сторону империи в случае опасности с севера. Другими словами, Византийская империя использовала печенегов в качестве заслона от набегов киевских князей на Константинополь. Для этой цели вождям печенегов ежегодно доставляли из Византии подношения в виде золотых слитков. Печенеги быстро стали торговыми посредниками Херсонеса. Они служили проводниками торговых караванов, сами привозили товары в Херсонес.
Арабский богослов и географ из Кордовы Абу Убай аль-Бакри писал о печенегах, что они очень радушно принимали чужеземцев, приезжающих торговать. Наличие письменности у печенегов не вызывает сомнений. Это подтверждают письменные памятники печенегов, которые археологи обнаружили вблизи Бахчисарая. Крымские печенеги за недолгое пребывание на полуострове оказались способны перенять многое из социально-экономических и культурных достижений тогдашних жителей Крыма. Они пришли сюда кочевниками и, довольно быстро освоив степь и предгорья, перешли к земледелию. В отличие от других кочевников, они не разрушали крымские города. Напротив, они переселялись в них, где проявили неожиданные способности, занявшись коммерцией. Известно немало печенежских купцов, которые вели крупную транзитную торговлю между Византией и Херсонесом с одной стороны и Киевской Русью и Волжской Хазарией с другой. Со временем образовались целые печенежские купеческие династии, основавшие торговые дома. Они преуспели в коммерции настолько, что вытеснили херсонесцев из самой прибыльной сферы их интересов – торговли с Востоком. Господствовали они в Крыму и Северном Причерноморье около 100 лет. Во второй половине XI века Махмуд аль-Кашгари в своем энциклопедическом труде пишет, что самые близкие к Византии тюрки – это печенеги. Действительно, очень много сообщений об этом народе оставили именно византийские авторы. Они были хорошо знакомы с бытом и культурой своих северных соседей. Именно они оставили описание военного дела печенегов, обращая внимание на их тактику и стратегию во время военных действий. Византийский монах, приближенный ко многим императорам, автор исторических и философских трудов Михаил Псел в XI веке писал о печенегах. Они не разделяют войско на отряды, в сражениях не преследуют никакой военной науки, не признают ни фронта, ни левого, ни правого флангов, не разбивают лагерей, не окружают их рвами, а сбившись в кучу, сильные своим презрением к смерти, с громким боевым кличем бросаются на неприятеля. И если враг отступает, они обрушиваются на него как башни, преследуют и безжалостно истребляют. Но если неприятельский строй выдерживает напор и не рассыпается под варварским натиском, сразу же поворачивают назад и спасаются бегством. Разом, рассеявшись, они потом снова отовсюду незаметно сходятся в одно место, кто с гор, кто из ущелий. Печенеги завоевали славу хороших воинов, и их стремились использовать в своих целях как Византия, так и Киевская Русь. И если Византия довольно долго удерживала печенегов как буфер против киевских князей, то в 970 году печенеги, преследуя собственные интересы, поддержали киевского князя Святослава и приняли участие в битве под Аркадианополем на стороне последнего. Однако этому миру не суждено было быть долгим. Буквально на следующий год стал назревать конфликт с киевским князем, в результате которого в 972 году у Днепровских порогов пал знаменитый князь Святослав, а печенежский хан Куря из его черепа сделал ритуальную чашу. Таков был один из архаических обычаев древних тюрков. Считалось, что сила и мужество убитого переходит победителю. С этого времени военные действия между печенегами и киевскими князьями случались регулярно. Следующий князь Владимир строит на степной границе крепости системы оповещения для эффективного противодействия вторжениям печенегов. Но это не помогло. Уже при его преемниках, спровоцировавших новый конфликт со степняками, в 1036 году печенеги осадили Киев.
Город продержался до прихода князя Ярослава. По мнению Льва Гумилева, бой произошел на том самом месте, где сейчас стоит храм Святой Софии, и продолжался целый день. В этой битве печенеги были разбиты, но не повержены окончательно. Некоторые современные авторы все еще называют печенегов язычниками, ссылаясь на арабские источники XI века. Но это было не так. Они, как и большинство тюрок того периода, исповедовали тенгрианство, а после приняли ислам. Произошло это после 1010 года. Вот как эти события описывает упомянутый выше Абу Убайд аль-Бакри. После 400 года хиджры случился у них пленный из мусульман. Ученый-богослов, который объяснил некоторым из них ислам, вследствие чего те приняли его. И намерения их были искренними, и стала распространяться между ними пропаганда ислама. Остальные же, не принявшие ислам, порицали их за это, и дело кончилось войной. Бог же дал победу мусульманам, хотя их было только 12 тысяч, а неверных вдвое больше. И они, мусульмане, убивали их, и оставшиеся в живых приняли ислам. И все они теперь мусульмане, и есть у них ученые, и законоведы, и чтецы Корана. Эту же ситуацию описывают и византийцы, но без конфессионального оттенка. Между печенежским полководцем Кигеном, который одерживал только победы, и главой одного из печенежских племен, мусульманином Тирахом, возникли недоразумения. На этот раз в военном конфликте победу одержал Тирах, а разбитый Киген бежал со своими сторонниками в Византию, где со временем принял православие. О том, что печенеги, проживающие от Дуная до Волги, включая Северное Причерноморье и Крым, к XI веку в большинстве своем приняли ислам, подтверждает и автор XII века, арабский путешественник и исламский миссионер Абу Хамид аль-Гарнади из Гранады. Именно он выступает в роли наставника мусульман-кочевников. Одних он учит обрядности, другие становятся его учениками. Он единственный мусульманский автор, побывавший в Киевской Руси. Он пишет: «И прибыл я в город славян, который называют город Куй-Ав, Киев. В нем 1000 магребинцев, по виду тюрков, говорящих на тюркском языке и стрелы мечущих, как тюрки. И известны они в этой стране под именем Беджанак, печенеги. И встретил я человека из багдадцев, которого зовут Карим ибн Файрус аль-Джаухари. Он был женат на дочери одного из этих мусульман. Я устроил этим мусульманам пятничное моление и научил их хутбе, а они не знали пятничной молитвы». О себе печенеги оставили в Крыму память не только как одни из первых мусульман и активные участники этнической истории крымских татар, но и сохранили в языке этого народа свои печенежские слова, такие как озень – река, кучук – маленький, копек – собака, тав – лес. В середине XI века 4 печенежские орды, кочевавшие в Причерноморье, распались. В конце века они снова попытались объединиться в единый союз и даже двинулись совместно на Византию. Но это был их последний крупный поход. В 1091 году император Алексей I Комнин привлек на свою сторону кыпчаков и, окружив печенегов соединенными войсками, устроил страшное побоище у города Эноса, где погибло более 30 тысяч степняков, включая женщин и детей. Это событие определило дальнейшую судьбу печенегов.
После поражения под Эносом, городом у современного Эдирне в Турции, большая уцелевшая часть их ушла на запад и осела на современных территориях Венгрии и Болгарии. Несколько родов перешли на службу киевским князьям, а другая, возможно, не такая многочисленная, продолжала оставаться в Крыму и приняла участие в этнических процессах, происходивших среди населения полуострова. Печенеги довольно быстро ассимилировали в тюрко-кыпчакской среде предгорья, оказывая влияние на язык и антропологические особенности будущей нации.